Почему Россия обвинила чеченцев в совершении геноцида над русским населением в начале 90-х годов? Кто на самом деле убивал мирных жителей – русских, украинцев, чеченцев, ингушей, армян, азербайджанцев и других, которые жили в Чеченской Республике? На эти вопросы вам никто в России не ответит. Но я расскажу вам про авторов и их цели. Россия всегда действует по одной схеме. Когда начинает очередную войну, сначала они обвиняют целый народ, вешают на него разные ярлыки, потом приходят с оружием в руках и начинают войну, называя себя миротворцами. И вот Москва заявила в начале 90-х, чеченцы притесняли и убивали русских, устроили геноцид русского населения. Это звучало громко, страшно и удобно для России. В конце 1994 года, после ряда провокаций, Россия под этим предлогом начинает наносить ракетно-бомбовые удары по чеченским населенным пунктам и вводит в Чеченскую Республику свои войска. И все это происходит под призывы чеченского руководства не начинать войну и решить все спорные вопросы за столом переговоров. Россия игнорирует все призывы к миру и начинает войну. В результате этой войны гибнут сотни тысяч мирных жителей. Под бомбами оказываются все национальности, которые проживали в республике. Мирные жители всех национальностей прятались в подвалах от русских бомб и снарядов. Никто в этих подвалах не делил друг друга на разные религии или же национальности. Очень много случаев, когда чеченцы вывозили русских и других жителей в села и районы, где не велись эти обстрелы. Фактически чеченцы спасали русских от российских бомб. Это была такая классическая схема – демонизировать чеченцев, представить войну как защиту мирных граждан, вести войска под видом восстановления конституционного порядка, как они тогда заявляли. Без этого общество не поддержало бы бомбардировки населенных пунктов, а также Грозного. И представьте, российское общество поддержало это, поддержало войну и поддержало убийство мирных жителей. По сегодняшний день нет ни одного факта, который может доказать и подтвердить, что чеченцы притесняли русских. Нет и не существует никаких международных расследований или признаний геноцида русских. В менталитете чеченцев нет такого, что есть в России и в русском обществе. У чеченцев нет таких выражений и оскорблений, как «понаехали», «чурки», «черномазые». На самом деле на чеченской земле устроили другой геноцид под призывами «все чеченцы, начиная от 10 и до 65 лет, являются террористами и их следует убивать». Или же, когда чеченский ребенок вырастет, он возьмет в руки оружие и станет боевиком. Или же Чечню надо раскатать на дрова. Или же жены и дети бандитов тоже бандиты. И вот еще применить тактику выжженной земли, а всех чеченцев депортировать. И об этом говорили открыто на российских телеканалах. До прихода российских войск на чеченскую землю на этой земле было все спокойно. Не было войны, не было такой ненависти и жестокости. Ни один здравомыслящий человек не хочет войны, не хочет, чтобы у него отнимали его свободу, чтобы покушались на жизнь его родных, чтобы превращали в разруху его родину и чтобы уничтожали его будущее. Вот почему чеченцы брали в руки оружие и сопротивлялись этой российской армаде, которая не щадила ни чеченцев, ни ингушей, ни русских, украинцев, азербайджанцев или же армян. Подводя итог, я повторюсь, за 30 лет не было предоставлено ни одного списка жертв, ни одного судебного решения, ни одного международного отчета, который подтвердил бы такой тезис о геноциде русских в Чеченской Республике. Ни ООН, ни ОБСЕ, ни Совет Европы никогда не признавали существование геноцида русских в Чеченской Республике. Зато были задокументированы следующие: массовые бомбардировки, фильтрационные лагеря,
исчезновение людей и внесудебные казни со стороны российских военных. Это не только про чеченцев, это универсальный российский механизм, и он повторяется. История чеченцев – это не исключение, а предупреждение. Когда государство начинает говорить, что целый народ – угроза, дальше всегда приходят бомбы. И каждый раз жертвами становятся обычные люди, независимо от национальности и веры.